Камила Тень. «Я приду за тобой у августе». Читая Ганна Зязюля. Глава 1. Только не надо меня фотографировать. Договорились? Я же не звезда какая-нибудь эстрады. Я вообще на фотографиях плохо получаюсь. А почему, сама не знаю. Не фотогеничная. Вот есть люди, которые получаются. Даже если у жизни некрасивые. А на снимок посмотришь, так и ничего. Для мяне усягда загадка была, чаму так выходить. И знаете, я теперь думаю, что все от любви зависит. Если человек хоть чуточку любит того, кого фотографирует, тогда и снимок будет хороший. Но это редко бывает. Разучились мы любить друг друга. Столько зла у мира, что руки иногда опускаются. И знаешь ведь, что ничего не изменишь, и понимаешь же, что ты просто пясчинка у этом мире бушующим. А все равно обидно как-то. Вот что бы кто ни говорил, а раньше как-то добрее мир был. И люди были добрее. При Советском Союзе. Да-да. Вот многие улыбаются скептически, когда им про те времена говоришь. Но кто при Союзе жил, то и помнить. Как-то умели мы тогда и любить, и за других переживать. Злились меньше, и меньше друг другу завидовали. Вот даже если по фотографиях посмотреть того времени, нет на их злых лиц. Грустные есть. И задумчивых много, и несчастных тоже, и растерянные бывают, и дурные. Я же не говорю, что тогда все умные были. Но вот чтоб злое лицо или равнодушное, или от ненависти перекошенное, таких на старых снимках почти не встретишь. Или чтоб человек у объектив крыўляўся, як обезьяна. Не веришь? Я тебе потом альбом покажу, если время останется. Ладно, хватит мне уже философию разводить. Вы же не за этим пришли. Обещала, так расскажу. Я тогда контролером работала. На общественном транспорте. Работа, конечно, нервная. Люди теперь все раздраженные, подозрительные. На жизнь с утра до вечера жалуются. На бедность. Как будто они раньше миллионерами были. Как будто у каждого машина была с личным шофером. А теперь вот усе разорылись случайно и на автобусах ездить стали. Олигархи какие-то, а не люди. Говорить спокойно совсем разучились. С кем не общаешься, усе гыркают. Усе с тобой як з урагом. Скажешь, что дык у ответ одразу ругаются. Женщины, мужчины, даже школьники. И те, как с цепи сорвались. Иногда такой мат-перемат у свой адрес услышишь, что сквозь землю провалиться хочется. И не то что в уши. Сердце вянет. Стоишь и думаешь, ну вот чем я заслужила? Ну, в конце концов, кто сказал, что с людьми работать — это тебе увеселительная прогулка? Я, когда в Минск-Транс устраивалась, знала, на что шла. И со всеми старалась быть вежливой. Как нас в детстве учили. Теперь вот этому совсем не вучить. А зря. Когда это произошло? Дай подумаю. Точно помню. В августе. Под самый конец лета. Мы в тот вечер на линии вдвоем работали. Я и Горкавый. Должны были втроем, но у Валюши нашей ребенок заболел. Поэтому мы с Горкавым на пару с обеда и катались. Вот и докатались до самых Шабанов. Часов 9 вечера было, а может и 9:30. Стемнело уже. Мы с Горкавым на конечной стали и ждем. Молчим, каждый про свое. Я и рада, что Горкавый болтать перестал наконец-то. И он мужик сам по себе неплохой, только рот не закрывается и пье много. Я его в той день предупреждала. Займись собой, а то поздно будет. Ты ж еще молодой мужчина. А я ему хоть бы что. Стоит, курит, прочарнила свое мечтая. На улице тепло, но земля уже осенью пахнет. Интересная эта пора года, необычная. Странная какая-то. Вот я вам признаюсь, вы извините, я про это никому особенно не рассказываю, но у меня всю жизнь так, сколько себя помню. У конца августа какое-то такое особенное состояние на душе. Тревога какая-то. И не поймешь откуда. Будто бы дышит кто-то на ухо. И песни какие-то за спиной жалобные слышатся. А обернешься, никого там и нет. Может, у меня нет давления? Я хотела доктору рассказать, дык побоялась.
Скажут, я что, сумасшедшая. А оно ж только в августе так. Потом проходит. У конце сентября уже и не слышно ничего. А может, это что-то такое особое на душе. Не все в жизни логически объяснимо. Ну, вам это все не интересно, правда? Ладно. Смена у нас вообще-то до часа ночи. Но мы свое уже почти отработали, у нас там свои договоренности были. Стоим с Горыковым, задумались, смотрим, идет. 21-й, гармошка. Точно по расписанию. Заходим. У первую дверь. Людей немного, но и немало, как обычно в это время. Рабочий день, и реакция у людей обычная. Кто вздрогнет, кого перекосит, но большинство спокойно воспринимает. Мы же не фашисты какие-нибудь. Люди у нас к порядку привыкли, спасибо государству. Затем я считаю, у нас большой прогресс за последние 20 лет. Только ж все равно обязательно кто-то один найдется, за кого остальным стыдно будет. Вот и на этот раз. Женщина одна. Хорошо одетая. Как-то замешкалась. А потом смотрю. Как-то она мимо Горкавого проскользнула, ну, просто как змея, и к выходу пробирается. Есть такое слово белорусское «жвавенькая». Я повернулась, руками за поручни на сиденьях с обеих сторон схватила и ей наперерез стала. Так что никуда ей не пройти. «Проездной вас, женщина, покажите, будьте добры», — говорю ей твердо, но вежливо. А она сразу крик, и так истерический, что хоть ты в уши затыкай. Ну, честное слово, как будто ей палец прищемили. Горкавый подышал, но за 2 шага остановился. Он мужик крупный, но поэтому слишком осторожный. Всегда боится, что дотронется ненароком до пассажирки. Правильно делает, конечно. Они у нас теперь такие пошли, безбилетники. Случайно дотронешься, сразу кричат, будто их насилуют. Уберите руки, я на вас у суд подам. И могут же, а потом еще и свидетели найдутся. Но меня этим не возьмешь. Я стою перед той женщиной и прямо в лицо ей смотрю. А она отворачивается и другим пассажирам жалуется, мол, не пускают ее эти отродья. Мы с Горкавым, то есть. Я слушаю, а потом говорю спокойно этой жвавенькой. «Женщина, ну как вам не стыдно?» «Мне стыдно!» «Ну вот посудите сами», — говорю я и в глаза ей смотрю с укором. «Мы же все люди. Но были бы вы больная или беременная, мы бы вас по-человечески пожалели, конечно. Никто же вам не урах. Но вы на себе посмотрите. Одетая хорошо, красиво, накрашена со вкусом. Обувь на вас, опять же, качественная, телефон хороший, дорогой. Что ж вам мешало талончик приобрести? У кошелька у вас деньги есть, хватает, даже валюта имеется». Про валюту это я уже так, ради эффекта сказала, рискнула. У весь мир театр, а мы у им актеры. Но подействовало. Отношение у людей к женщине этой как-то потихоньку изменилось, и я это сразу почувствовала. «У меня валюта, да вам откуда знать?» Она от злости аж задохнулась. А люди к ней все ближе подходят, терпение теряют. Усим же домой хочется. Я улыбаюсь вежливо и ей как будто бы шутку предлагаю. «А вы покажите кошелечек. Я в руки брать не буду, просто покажите. Давайте договоримся. Если там есть деньги, тогда вы платите штраф. А если нету, идете на все 4 стороны». Горкавы мне из-за яей спины мигая. «Ты что творишь? Что за представление?» А я внимания на его не обращаю и в глаза своей собеседницы спокойно смотрю. Неплохой мужик Горкавый, но простой, как 5 копеек. А пассажиры уже возмущаются, и не на нас, а на ту безбилетницу. Кто-то ее за плечо тронул. Что делать?
Заплатила она. Гаркавы квитанцию выписал. С облегчением усе уздыхнули. Остальных мы быстренько проверили по одному, так они уже даже с гордостью какой-то талоны показывали. Усе вышли, кроме одного. Тот, как сядел у конца салона, так там и оставался. Бывая. Ну что, пошли будить? Пошли, кивнул Гаркавы и закасаў зачем-то рукаў. Мне тот спяшчы пассажир с самого начала не понравился. Сама не знаю, в чем причина была. Может, сидел как-то слишком неестественно, даже для пьяного. Гаркавы к яму першы падышоў, за плячо патрос. «Приехали!» А он 0 реакций. «Мужчина!» 0 по фазе, как у моей юности говорили. Сядет неподвижно, как будто над нами издевается. Я Гаркавага отсунула и сама над тым пьяным наклонилась. Гаркавы за спиной завёл свою песню. «Кидай, пошли, зачем нам эти хлопоты лишние?» Но я уже понимать начала, что-то тут не так. Подбородок тому пьяному приподняла, у глаза посмотрела внимательно. И тут мне и стало усё ясно. «Ну, поздравляю, Зинаида Юрьевна, докаталась ты», — сказала я сама себе, и за поручень схватилась. Крепко-крепко. А напарник мой не унимается. «Эй, мужчина, уставай, кому говорю, на том свете выспишься». «Тихо ты», — цыкнула я на Гаркавага. «А что такое? И он отдыхает, я тоже право имею». «Ой, Гаркавы, я б на твоем месте, ему б не завидовала», — сказала я, щупая пульс. «Мертвый он, мертвый».